С момента своего создания Международный фонд ОПСН осуществляет проекты, направленные на сохранение традиций, на решение вопросов демографии, репатриации, социальной сферы, а также экономики и инвестиций, культуры и просвещения, молодежной политики и других. За 4 года фонд провел около 10 круглых столов по актуальным вопросам международных отношений, проблемам экономического развития, вопросам сохранения традиций и обычаев. Но одним из самых важных направлений в своей работе представители фонда считают благотворительность. За это 4 года общий бюджет фонда составлялся 50 миллионов рублей. Я понимаю, что это немного, но можно сказать, что условий в Абхазии немало. И за это 4 года очень разные были проекты. Но самое главное, вот те проекты, которые вы видите, знаете, нам удалось сформировать по разным направлениям. Вся эта работа и также 2019 год будет продолжаться. С 2015 года Международный фонд ОПСН осуществляет 8 крупных проектов на территории Абхазии. К примеру, проект Анны Амалыки направлен на поддержку по уходу за ребенком. В рамках проекта семье, имеющей грудного ребенка, фонд дарит так называемый материнский пакет, в котором есть необходимые на первое время предметы. Всего за 4 года материнский пакет Анны Амалыки получили около 3000 малышей. В рамках постоянного проекта АПЕПШ нуждающимся оказывается материальная помощь в виде бытовой техники и предметов в мебели. Всего 28 семей со всех районов республики получили помощь от фонда. Особое внимание Международный фонд ОПСН уделяет постоянному проекту Агобзира, где в его рамках оказывается помощь Сухумскому республиканскому реабилитационному центру, Тхварчалскому родильному дому, реабилитационным центрам для детей-инвалидов в городах Гудаута, Чимчира и Гал. Часто фонд выделяет финансовые средства на лечение детей за рубежом. Таким образом, 17 детей с диагнозом ДЦП были прооперированы в ведущих клиниках Армении. Я хочу поблагодарить и поздравить Международный фонд ОПСН с 4-летием и сказать, что для нас очень важно, что именно в программе помощи детям с ДЦП вы оказали нам поддержку, потому что основное количество детей, которые обращаются в наш фонд, это дети именно с этой проблемой. Мы благодарны, что у вас когда-то возникло такое решение создать такой фонд, который делает сегодня столько полезных дел для нашего общества. Международный фонд ОПСН уделяет большое внимание вопросам духовного и культурного воспитания подрастающего поколения, повышению уровня образования. В рамках проекта «Аддерраджец» фонд обеспечивает образовательные учреждения республики компьютерами и всевозможной техникой. А благодаря проекту о театре Ахучкы дети из малообеспеченных семей Абхазии имеют возможность посмотреть репертуарный спектакль в Абхазском драмтеатре. Говоря о планах, президент Международного фонда ОПСН Сенер Гогу отметил, что фонд и дальше намерен поддерживать уже существующие проекты и продолжать работу по налаживанию международных связей. Как вы знаете, где проживает наша диаспора, это в России, в Турции, в Европе, в Иордании, в Сирии, Египте и так далее. Во всех этих странах наша работа будет продолжаться, как и она была за эти 4 года. Но кроме этих стран, особо 2019 год хотим дать внимание работе Беларуси и Казахстан. Есть некоторые экономические проекты, которые хотим в течение 2019 года реализовать от имени нашего фонда. Но хочу отметить еще одну. И особая будет работа в течение 2019 года Арабская Республика Сирия. В рамках своей деятельности Международный фонд ОПСН провел множество деловых встреч, круглых столов, творческих вечеров. В этом году фонд также намерен продолжить работу в этом направлении. Бюджет Международного фонда за 2019 год составляет около 10 миллионов рублей. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.